Недавно нашел у себя в почтовом ящике такую вот газету. «Комсомольская правда». Специальный выпуск распространяется бесплатно. На первой полосе громкий лозунг «Очистим русский север от мусора» и зачем-то туда помещенная фотография женщины, одетой в лохмотья, измазанной какой-то грязью, в рваных перчатках, с отекшим лицом и растрепанными грязными волосами. Я думал, что в этой газете СМИ придадут огласку проблеме ШИЭСа, но, как оказалось, тут предлагается информация для отвода глаз, которая утверждает, что вывоз мусора из Москвы в северные регионы – это нормально. Сразу же на первой же странице авторы газеты предлагают честно признаться, то, что Республика Коми и Архангельская область находятся на грани экологической катастрофы, потому что там много несанкционированных свалок, а денег в бюджетах республик нет на их ликвидацию. Однако стоит задать вопрос, а виноваты ли сами республики в том, что в их бюджетах нет денег? Ведь республики богаты полезными ископаемыми, газом, углем, нефтью, лесом, минералами. А средства от их добычи оседают в Москве и Московской области, не доходя, не возвращаясь назад в республики. Исходя из всего этого, у меня возникло предложение к правительству России, как уладить проблемы с нашими республиками. Вместо того, чтобы свозить сюда мусор и засорять девственную северную природу, я предлагаю организовать особую экономическую зону для того, чтобы все полезные ископаемые и прочие продукты, которые вывозятся из наших республик, были строго учтены и при вывозе продавались на территорию России либо на территорию других стран по общим мировым ценам. А деньги от продажи поступали в местные бюджеты. Таким образом, наши бюджеты станут профицитными, и жители республики сами смогут решить свои проблемы с мусорными полигонами путем строительства современнейших перерабатывающих заводов. Да и вообще, при таком честном распределении доходов, при таком честном распределении народного достояния, богатства республик, у нас не будет никаких проблем, которые мы не могли бы решить сами. Пока что на этом у меня все. В дальнейшем я размещу подробный обзор статей этой газеты. Спасибо за внимание.